Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэты наш стрым, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. За 30 гадоў пасля падзей часоў перабудовы і першых гадоў незалежнасці Беларусі мы крыху ўжо гэтая вся гісторыя абрасла легендамі і міфамі. Мы пачалі забывацца, што ж тады адбывалася насамрэч. Безумоўна, штосьці пра тыя часы можна прачытаць у кніжках той же самай Святланы Алексіевіч, іншай мастацкай літаратуры, ці паглядзець у кіно, але гэта ўсё мастацтва, дзе можа быць крыху ўсё наігранае, прыфарбаванае, не такое, як было насамрэч. Як гэта было насамрэч, можна пабачыць толькі на старых фотаздымках. Фотоальбом «Змена». Фотаздымкі нашага легендарнага беларускага фотамайстра Сергея Брушко ўжо фактычна гатовы да таго, каб легчы на стол да вас, патрапіць у вашыя рукі і каб вы маглі пагартаць, узгадаць ці проста, хто не жыў у тыя часы, пабачыць на ўласныя вочы настроі беларускага грамадства. Пра тое, як рыхтаваўся да друку гэты фотоальбом, навошта ўвогуле ён патрэбны і ці мае сённяшняе грамадства беларускае патрэбу ў гэтым фотоальбоме, мы сёння і пагаворым са складальнікам фотоальбома «Змена» Змітром Брушко. Зміцер, прывітанне. Добрый день. Зміцер, пачнем з таго, што я добра ведаў вашага бацьку Сергея Брушко. Я просто был ресерч, когда готовил книгу. Я пролистал «Червоную змену» за 5 лет, и я видел ваши работы вместе, как я понимаю. Да. Я працаваў журналістам у «Чырвонай змене», дзе працаваў у той час майстрам Сергей Брушко, і частка матэрыялаў сапраўды была ў нас такім суаўтарстве. Я пісаў тэкст, он рабіў свае выдатныя здымкі, і заўсёды было такое прафесійнае шчасце, удача, калі на нейкую камандзіроўку з табой ехаў Сергей Брушко. А у вас якія ўспаміны пра бацьку засталіся? Это папа. Это как бы человек, который открыл мир, сделал дверь, приоткрыл ее, сказал: заходи сюда. Тут много интересного. Тут разные фотоаппараты, реактивы. Да, то есть как бы надо понимать, что сын фотографа, человека увлеченного, он живет в этом во всем, он помнит, то есть как бы с этого всего мое детство, оно проходило действительно частично в фотолабораториях, потому что как бы отец начинал свою работу в Солигорске, в Калищике Солигорска, тогда районной газете, и когда мама не могла следить за сыном, брал папа на работу, а у папы были игрушки такие, химреактивы, бачки, пленка, запах фотобумаги, красный фонарь. В общем, как бы детство оно такое, чуть-чуть в темноте проходило. Тым не менш, вот мы говорим зараз про фотоархіў Сергея Брушко. Гэты фотоархіў, ён кім і дзе захоўваўся? Таму што працаваў ён у Калішчыку, Салігорску, потым для «Чырвонай змены», потым для «Народнай газеты». Фактычна, гэта ж, паколькі ён працаваў, належыць газеце, ці ўсё ж такі гэта архіў самого фотографа? Вот як это у вас, у фотографаў, як это ўсё арганізавана? Документов никаких не подписано, поэтому ничего не знаю, ничего не скажу. Такой сложный вопрос, потому что отец, когда... Понятно, что никто не готовился, что он умрет. Но архив был у него, он работал с архивом, его работа была фотолаборатория, рабочее место. И он находился там. После смерти я просто его забрал. Потому что он, по сути, это никому не нужен был. Кому он нужен был? Его могли уничтожить, да. Отправить на вторсырье. Потому что на другие вещи, то есть как бы хранить, поддерживать его. Газеты вообще к этому не готовы, наши, по крайней мере. У нас ни «Нью-Йорк Таймс», ни фотослужбы там в 7 этажей. У нас все очень просто. Вышел человек,
Вон там еще мусорка, взяли, выкинули, все хорошо. У нас чистенько. Ну да, на жаль, это смех таки вельмі Да, поэтому сумны. я просто забрал. І потым вот гэта было просто для вас як напамін пра бацьку, ці вы ўжо разумелі, паколькі самі пачалі займацца фатаграфіяй, што гэтыя працы Сергея Брушко, яны маюць нейкую, ну, гістарычную каштоўнасць? Ну, во-первых, как бы я закончил... Ну, к тому времени я уже учился, я уже даже работал в «Знамя юности» в газете. Я закончил художественную школу, у меня было понимание, что такое искусство. У меня отец, который учил фотографии, там, уже десяток лет. То есть, как бы, все это вместе в купе, я просто понимал, что это. У меня не было четкого осознания, как бы... Сергей Брушко — это кто? Это как бы просто фотокорреспондент, фотожурналист — это разные вещи для меня. Фотодокументалист какой эпохи, что его главное в этой эпохе. То есть вот этого не было еще понятия, оно выкристаллизовалось, ну, не так давно, скажем так. А то, что это было важно, я видел, потому что, ну, когда отцовские фотографии берешь в руки, ну, ты чувствуешь в них силу. То есть такое ощущение внутреннее, фотография тебе передает энергию, и, ну, ты понимаешь, что это у тебя в руках. А от, дарэчы, як зразумець, які фотаздымак мае каштоўнасць? Вот мы зараз часам глядзім, знаеце, адкрываеш там сайт, нават зараз, раённай якой-небудзь там газеты, і там размова з якім-небудзь мясцовым чыноўнікам, і фота чыноўніка, які сядзіць вот так вот, склаўшы рукі, і загаловак. Не сядзім, склаўшы рукі. Вот гэты здымак. Вот. Это отчет. Это отчет. Это не фоторабота, это отчет. Человек пришел в редакцию, все. Это отчет, то есть там спортсмен кинул молот на Европейских играх, там чиновник вышел к протестующим. Это отчет. А работа — это когда ты можешь про это рассказать через 20 лет, и люди поймут. Это то, что, ну, трогает тебя, других людей. Когда ты, ну, показываешь, ты понимаешь, что отцовские работы, они умные, да, то есть ты открываешь его работы и видишь мысли. Он же был человеком с аналитическим складом ума. Он мог немножко отойти во время съемки, он же был не быстрым фотографом, как таких вот, самым быстрым в точку прийти. Нет. Он мог отойти, он мог делать это издали, для того, чтобы вот восприятие передать этого всего. Это немножко другой склад ума, взгляд аналитика и человека, который любит фотографию. И вот когда человека трогает, обычно, ну, любая фотография трогает человека, для него это уже фотография. По сути-то, мы не должны все иметь там художественное образование. Нас трогает. Значит, для нас это искусство. Просто восприятие искусства — это, ну, такое... Это не бокс, это искусство. Дарэчы, вось ўжо ў нас былі размовы на гэтую тэму з шэрагам вашых калег-фотографаў. Ты не имееш вот ваше меркаванне, мне цікава. Я гляджу, на захадзе вельмі часта адбываюцца фотавыставы, на якіх там такія прыёмы, там віп-госці, людзі вялікую цікавасць так маюць да фатаграфіях, там фотоальбомы ляжаць нейкія там на сталах, захоўваюцца. А ў нас як? Вот я разумею, что да, и у нас некие фотовыставы отбываются, але... Это все, да, это все стоит денег. На Западе есть культура фотографии, да, восприятие как искусство. Искусство — это передача ценностей каких-то от одного человека к другому, да, восприятие умного человека. Это, ну, такой сложная вещь, как выставка, да, в которую надо потратиться, чтобы что-то еще вернуть, потому что автор должен за счет чего-то жить-то, по сути. Должен творить, должен передавать эту мысль, потому что как бы... И вот этого вот у нас нету, к сожалению. У нас как-то это все вымыто, потому что все авторы, которые, ну, интересные, они-то стали известными за рубежом.
И потом они стали известны у нас. Ну, фотографии есть такой Макс Пенс, допустим, Напельбаум, белорусский автор, который до 41 года жил в Минске. Но почему-то его считают великим русским фотографом, портретистом. Но это вот очень сложно, потому что мы не саккумулировали еще историю в независимой страны, чтобы понять, что важно для нас и что мы можем ценить, чем мы можем гордиться. Да? Вот вы зараз говорите про фотографію, у мяне такое адчуванне, што вы говорите шмат пра якія іншыя галіны творчасці, Да. там, пра музыку, напрыклад. Это везде. Ну, то есть, по сути, это дорога одна и та же. Фотография в Беларуси вообще на отшибе находится, да, то есть в нее не вкладывают денег, поэтому и нечем гордиться, потому что нечего хорошо показать. Потому что показать это важно выставить в хорошем свете, объяснить, почему это важно, это фотография или фотовыставка, что она значит, чтобы человек, который приехал, там, условно говоря, там, с Германии, понял, о чем это, да, то есть ценности какие-то нести. Это все еще, ну, то есть это не просто повесить 3 фотографии на стенке. Дорого. Этим никто не хочет заниматься, потому что иностранцы не видят белорусскую фотографию. Ну, вот как-то такое замкнутое пока что кольцо, которое мы постараемся, ну, я не знаю, постараемся, громко сказано, мы постарались, по крайней мере, пошевелить воду этим фотоальбомом. Сергей Брушко пайшоў з жыцця ў 2000 годзе. Зараз у нас 2019. Чаму толькі зараз узнікла ідэя выдаць фотоальбом з яго працамі? Самое, ну, во-первых, как бы это, ну, вот, это вот не фотоальбом вот в чистом виде, да, потому что это фотокнига. Почему фотокнига? Ну, у нас там был спор некий в Фейсбуке, я решил, ну да, может быть, я не прав, да, это фотокнига, потому что это рассказ визуальный, да, но он включает еще 10 текстов, воспоминаний других людей о той эпохе. И мы как бы собрали такой многослойный фотопроект о той эпохе. Почему сейчас? Ну, потому что она, вот идея, я же говорю, выкристаллизовалась. О чем это может быть? Да, это не просто вот набор картинок, книжка с картинками, да, это история страны, точка zero, от которой начинается отсчет белорусской государственности. И вот с этой точки, вот от этой точки можно, по крайней мере, говорить, вот стали мы лучше, хуже, как мы выглядим на том фоне. Потому что это начало. Вообще начало. И Я выбачаюся, мы перервемся на короткую паузу. Выпуск навінаў на Еўрарадыё. Вернемся праз 1,5 хвіліны. Зміцер Брушко, Зміцер Лукашук для вас працуюць у студыі. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. 1 ліпеня ў адной з воінскіх частак гродзенскага гарнізона скончыў жыццё самагубствам сержант-кантрактнік 20гадовы Фёдор Бунас. Гэтую інфармацыю нам пацвердзіў прадстаўнік прэс-службы Мінабароны Владзімір Макараў, а таксама брат загінулага. По информации компетентных органов, поступок военнослужащего контрактной службы имел причины, связанные сугубо с личной его жизнью. Поскольку случившееся не связано с прохождением службы, абсолютно не связано. Военное ведомство считает неуместным сообщать иные подробности. Военное ведомство выразило соболезнования семье военнослужащего и оказывает необходимую помощь. Дарэчы, тэматычны эфір пад назвай «Не служыў, не мужик» варта паслухаць на Еўрарадыё 15:05. Мы запрасілі Алену Анісім,
Старшыню таварыства беларускай мовы і дэпутатку палату прадстаўнікоў, а таксама сустаршыню грамадскага аб'яднання «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева. Слухайце размову 15:05, задавайце пытанні. У Тунісе затрымалі 2 беларусаў, іх падазраюць у шпіянажы, паведамляе інфармагенцыя Туніс Африк Пресс. У беларусаў знайшлі пашпарты некалькі краін і сучаснае электроннае абсталяванне. З сітуацыяй разбіраецца Міністэрства замежных справаў Беларусі. 2 ліпеня прэм'ер-міністр Сергей Рума з жонкаю склалі кветкі да абеліска на плошчы Перамогі. Яны ўзялі удзел у акцыі «Беларусь памятае кожнага». Такія ўрачыстыя цырымоніі ідуць сёння ва ўсёй краіне, а заўтра адбудзецца парад і ўрачысты канцэрт. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і мой сённяшні госць Зміцер Брушко, складальнік фотакнігі «Змена», якая утрымлівае фотапрацы яго легендарнага бацькі, фотографа Сергея Брушко. Зміцер, сказаць па праўдзе, як толькі пачаўся праз платформу Вулей бай краудфандинг по зборы сродкаў на выданне гэтай фотакнігі, фотоальбома, у мяне такое было скептычнае даволі стаўленне наконт таго, што атрымаецца сабраць усю неабходную суму. Тым не менш, сабралі нават больш, чым трэба было, ну ці планавалі ад пачатку. А у вас як былі настроі? Былі нейкія перасцярогі, што не атрымаецца праект? Ну, это была попытка. Нет, это была не просто попытка, да, то есть другого варианта, по сути-то, я не видел. Поэтому это надо было попробовать. Я уже говорил, сначала надо попробовать, а потом сказать, что не получилось. А если получится? А вот у нас тут очень много говорят, а если не получится? А если получится? А если получилось, да, то есть во-первых, надо верить, во-вторых, надо не бросать, не опускать руки, во-вторых, в-третьих, есть люди, которые тебе помогут, если это хорошее дело. И это то дело, которое, еще раз говорю, пришли люди, ко мне, которые сами помогали, их не надо было просить, да, говорить, ребята, помогите, да, нет, просто пришли и помогли. Это менеджер у меня появился, Олеся Песенко, которая очень много сделала для проекта. Марина Гуляева, которая сделала это все вообще, то есть она просто взялась, бесплатно начала делать. Игорь Евгеньевич, дизайнер, который пришел, сначала посмотрел, мы что-то пообщались, а потом как-то медленно втянулся в эту хорошую историю. И так появилась помощь от посольства американского, то есть посольства Соединенных Штатов Америки. У нас была встреча долгая, рассказали. И когда они поняли саму идею, да, суть этой книги, им просто понравилось. Они сделали все, что могли, как посольство. Угу. Ну, але я ведаю, што калі пачынае нехта такі праект, выдаць сваю кніжку, там выдаць свой альбом з новай праграмай, песнямі, усе найперш спадзяюцца на сяброў, знаёмых, прыхільнікаў, што яны-то найперш падтрымаюць. Тут былі такія спадзяванні, і як атрымалася па выніку? Да, были надежды. Я очень надеялся на, хотя бы на друзей отца, скажем так. И это очень грустная история в этом плане, потому что только 3 человека из друзей отца вообще заказали книгу. Все остальные что-то вспоминали в Фейсбуке, говорили, но в результате никто этого не заказал. То есть книги, альбома не помог. И это было, для меня небольшим ударом, потому что, вы же друзья. 20 лет прошло. Но были другие люди, понимаете, на их место стали другие, кому не безразлично. И это, конечно, это вдохновило. То есть, когда все сошлось, я уже точно знал, что все будет хорошо. Я, конечно, очень сильно отпустила.
я начал уже думать немножко по-другому в плане отношения к людям, потому что, ну, была такая некая злость, да, то есть вот она существовала. Но, еще раз говорю, мир, он такой, он не черно-белый даже. Тым не менш, я ведаю, што у Сергея был вельмі вялікі фотоархіў. Як адбіралі здымкі, якія паставіць на эту кнігу, якія не? Год был отбор. Год. Ну, во-первых, просто сначала надо все пересмотреть, понять, что может относиться к идее альбома. Потом выкристаллизовать с фотографической точки зрения. Третье, потом составить это все. Посмотреть, как это ложится на страницах. Что-то добавить, что-то убрать. То есть надо, ну, это такой большой и долгий путь, который иногда просто ты сидишь на улице, там, прошлым летом, тепло, хорошо, а ты сидишь вот целый день за сканером, просто работаешь. Все, не уйти. Телефон не берешь, знакомым не отвечаешь, работу не делаешь, работаешь. И это была вторая работа, по сути. Весь этот проект — это 2 года второй работы, то есть вторая смена. Ну вот. Это было сложно. Вышло 120 фотографий в конце. Сейчас, на данный момент, там 120 фотографий, которые как бы рассказывают о вызовах той эпохи, там, проблемах, там, про экономику, про социум, про политику, про Чернобыль. 120 работ. Вот. Можно было больше, но я посмотрел, что люди просто устают от объема информации. Здымкі у гэтай кнізе, яны падзеленыя неяк вот па, вот як вы сказали, там... Блоки, да. Да, по блокам. Экономика, там, да, политика, упростили, там, Чернобыль. Да, мы упростили. Мы поделили как бы с Игорем Юхневичем и решили, что давай упростим людям просто понимание, о чем это, да, то есть вот, что это социум, армия, митинги, Чернобыль, опять же, очень важная для отца тема. То есть мы разделили на 5 блоков. Мы говорили про тое, што вот, на жаль, няма у беларусах на сёння такой вот не распрацавалі, не выпрацавалі, не прывілі, не адукавалі іх, не зрабілі, вот каб была такая культура спажывання, скажем так, фотаграфіі. А мне вот цікава, а ці ёсць, вот вы, можа быць, размаўлялі з людзьмі перад тым, як вот пачалі кнігу эту рыхтаваць, ці адчувалі, што ёсць у людзей патрэба, цікавасць да тых падзей, да тых дзён, што ім хочацца вярнуцца і паглядзець, вось так, візуалізаваць тое, што адбывалася ў тыя гады? Ну, мы не хотели фотографии отца, да, то есть было какой-то, то есть интерес к отцовской фотографии. Но вот к идее вообще, что может зацепить общество, да, то есть людей других, помимо фотографов, их-то, об этом не слышно было. То есть все воспринимали Сергея Брушкова как фотографа, а вот воспринять идею, то, что это немножко большее, да, чем просто фотография, да, что фотография может рассказывать. Вот в нашем обществе это было нет. Интерес был в других странах. То есть они спрашивали, когда видели работы, а кто это, в какое время жил, да, а про что он снимал, да, то есть немножко начинались вопросы, которые, казалось бы, наивные для тех людей, кто пережил 80-е, 90-е, но это правильные вопросы, и они задавали, и как бы они тоже наталкивали на мысли. То есть вот одна из причин, почему он там появился с идеей, да, не просто на альбом, то есть книжка с картинками, а именно с идеей. Ну так, вот менавіта, что вот, да, дай-ка вот, я знаешь, как вот, а вот у меня есть Шагал, да, а вот да. у меня есть Брушко, да. А вот просто зразуметь... А зачем? Зачем? Ну вот зачем? У меня есть понимание. Я хочу рассказать про ту
точку отсчета, да, с чего начиналось вообще, вернее, от чего, там, от перестройки, от гласности, ведь, по сути, это, там, еще люди, которые работали, помнят, что в конце 80-х, там, человек с фотоаппаратом мог нарваться на неприятности на улице, да, то есть мало засветить пленку, то есть за съемки очередей в середине 80-х люди увольняли с работы. Вот с этой эпохи все начиналось-то. То есть это были гласность, она открыла какие-то двери, потом рванула Берлинская стена, и потихоньку 88-й год там появилась, ну, то есть так, отчетливо читалась гласность в стране. В 89-м рванула Берлинская стена. В 90-м волна революции дошла до Советского Союза. 91-й, вот она независимость. Вот так вот, по сути. Это была такая длинная история. И вот. Но с этой точки мы должны, как бы, история начинается. И как мы выглядели в эту точку, в эпоху? Ну, это важно. Может быть, чуть потом еще позже поймут. Не знаю. Ну, удалось собрать, это хорошо. Мне вот просто вот цікаво, які може бути ефект ад прагляду гэтай кнігі у тых людзей, якія там думаюць: ой, а як в СССР добра жылося, якая там же ж колбаса была смачнейшая. Ну да, были свои проблемы, но зато як там все хорошо было. Ну, вот, и поглядзяце на эту книгу. Изменится штосьці? Для людей, которые не жили там? Не, для людей, якія вот зараз... Жили. Тут вопрос в том, вот очень важный вопрос, потому что люди, которые жили, они понимали, что что-то не так все равно, в любом случае. То есть, как бы, там были обиды на то, что, как бы, не дождались, то есть, не смогли с этими проблемами разобраться, но они видят в этом все равно, продолжают видеть все равно лучшее, что было там, для всех постсоветских стран. Потому что там есть интервью человека, который за Советский Союз. И он говорит такие, ну, умно. Его приятно почитать. Не буду говорить, кто. Тот, кто хочет, найдет в книге. И его приятно почитать, и он обосновывает свою мысль. А люди, которые не жили в ту эпоху, им придется либо принять то, что написано и снято, ну, либо жить в своих иллюзиях дальше. Да, то есть мы делим зараз про тых, кто ностальгуе по СССР, на тых, кто жил в этом СССР, да. И тых, кто ніколі там не жил. Зараз вот и там даже не понимает, что... На Забицкой круассаны есть с кавой, и кажет про Советский Союз, как там все было прекрасно. Да, вот тут очень важно, что это разный социум вообще. Значит, вот настрой все ж таки у фотоздымках, настрой тых часов, вот он передаецца? Это, ну, отец, когда смотришь на... Ну, то есть вот я, как человек, как бы уже давно в фотографии, там, все-таки фотокорреспондент, уже тоже 20 лет, у меня насмотренность фотографии такая, что я могу понять, о чем человек думал, да, то есть вот когда снимает. То есть ты прочитываешь его мысли, когда смотришь там контрольки, да, начальные этап отбора, эти контрольки, ты понимаешь, как он думает. И отца мысли, они такие умные, вот именно. То есть он как бы понимал, что он снимает вообще. То есть он мог там подсознательно, сознательно, не знаю, но он понимал, что он снимает. И его фотографии, они на самом деле такие, они аккуратные. Можно было пойти к бомжам, ну можно же было. Можно же было пойти там в интеллектуальную тусовку. Можно было. Можно там, условно говоря, там, не знаю, нищих снимать на улице или там... Но отец снял интеллигентно, снимал ту эпоху. То есть там не было там грязи. Но сложности, да, там, конечно, не передают. То есть там было... Когда ты видишь очередь возле ЦУМа в 100 человек, ты понимаешь, что что-то не так. Причем на улице, да? То есть... Как там, чехословацкие дамские жаночие боты когда выкинули. Человек приходил, просто видел очередь и вставал. Зачем? Было понятно потом.
что-то нужное, зачем-то нужным стояли. Да, и вот это вот ощущение, они, ну, то есть вот это от той эпохи, оно все равно передается, то есть оно чувствуется, такой запах этого времени, он есть. На дадзеном этапе книжка на... Вот, в каком состоянии? Да, в каком стане находится? Ну, я все откладывал, все вот написание пролога, потому что это, ну, как-то важно рассказать введение. И это последний текст. Все остальное сделано. То есть вот я думаю, что в конце этой недели, начале следующей недели я пойду в типографию. Вот как бы вот такая, ну, надо было собрать все, потому что книга на 3 языках, это немножко сложно, потому что мы посчитали, что вот чтобы о нас знали и про автора, и про эпоху. Значит, 3 языка. Это сделало свою роль, сыграло, потому что много заказов из-за рубежа на книгу. Люди интересуются, те, кто в теме фотографий, они следят за этим. И они нашли, выходили, і якби это... А от як, до речі, от цікаво, замежники знайшли виходи, довідалися про те, що рихтується така книга до друку? Соцсети, люди, ну, то есть, кому было не... те, кто понимал, что это важно, да, кто был неравнодушен к этой идее, к теме, они, конечно, перепащивали. Была страничка на сайте на английском. Тоже было понятно, как сделать заказ. Это все помогло. То есть в результате, то есть, да, соцсети, только они помогли. Добре, а ці можна чекати, от атрымліваецца, што ў прынцыпе праект паспяховы? Ну, учитывая, что с фотографией происходит в Беларуси, это гиперуспешно, я считаю. А працяг будзе? Архіў-то вялікі? Давайте мы закончим с этим сначала. Ну, во-первых, будет еще большая выставка 1 ноября в зале 2 Дворца искусств. Откроется выставка «Змена» при поддержке, опять же, посольства Соединенных Штатов Америки в Беларуси. Ну, это уже продолжение. Это больше, чем я рассчитывал. Потому что я не рассчитывал на открытие. Ну, то есть на выставку, что найдутся средства. И что это сделать не просто 3 фотографии на стене забора повесить. Это все-таки хорошее место. И на это есть средства. Таким чынам, кніга з працамі легендарнага фотамастака Сергея Брушко, яна фактычна хутка ўжо з'явіцца і можна взять у руки. У людей, у которые заказали. А которые не заказали? Ждите ноября. Дякую вялікі, Зміцер Брушко, Зміцер Лукашук. Слухайте Еўрарадыё, а мы працягнем наш эфірам размовай з Дмітриевым і Анісім у 15:05. До сустрэчы. До свидания. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.